Ваш приказ стрелять на поражение, да, не самое популярное решение тогда, стрелять на поражение без предупреждения, вызвал волну возмущения, да, среди демократической общественности, особенно в США, в Европе сейчас. И, ну, тем не менее, что стояло за этим вот таким жестким решением? И, ну, наверное же, что-то вот это вот на амбразуру-то кинуться, наверное, дорогого стоило. Я же сказал о том, что отсутствовал единый алгоритм, план действий руководителей правоохранительных органов в данной ситуации. Была неразбериха, я должен откровенно признать. Люди, я имею в виду руководители правоохранительных органов, опасались брать на себя ответственность, полная безинициативность. Я им сказал: слушайте, если бы маршал Рокоссовский или маршал Жуков каждый день спрашивали бы разрешение у Сталина на те или иные действия, они бы войну выиграли ли? То есть это была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы. После жанаузенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранительные органы в плане применения оружия именно в таких ситуациях, когда она выходит из-под контроля. Поэтому еще до публичного заявления я сказал, что по бандитам, вооруженным бандитам, мы должны открывать огонь. Я взял ответственность на себя. А уже в своем заявлении я как бы это дело повторил публично, потому что люди опасались. Да, хорошо, президент сегодня нам говорит в кабинете или по телефону, а где это на бумаге, где это публично, потом нам отвечать. Я считаю, что президент, глава государства именно в таких ситуациях должен брать ответственность на себя. Я же дипломат, профессиональный дипломат. Я знал последствия. Я знал, что будет именно такая реакция. Но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе. Я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране.